Здравствуйте! Вы смотрите программу «Акцент» на портале ЕСЯ. Я представлю вам нашу гостью. Это заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Екатерина Петровна Андреева. А разговаривать мы будем о выборах, которые прошли в некоторых населенных пунктах нашей республики в декабре. Екатерина Андреева закончила юридический факультет Якутского государственного университета, занимает должность заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия. Область интересов – юриспруденция, нормотворчество, изобразительное искусство. Почему повторные? Это, по-моему, не очень такой показательный для нас вариант выборов. Ну, как вы знаете, у нас единый день голосования был утвержден 2 воскресенье сентября. Соответственно, у нас очень много муниципальных выборов прошли вот как раз в сентябре. Но, как вы знаете, из прессы все, у нас в ряде улусов прошли выборы, где победил вот так называемый кандидат против всех. Вы знаете, на муниципальных выборах в прошлом году ввели такую норму, что появилась в бюллетене графа против всех. Ну, соответственно, у нас в двух улусах, это Беркакит и Нерюнгринского района и Алдан, где избирали в сентябре представительный орган муниципального образования город Алдан и саму главу города Алдан, значит, там победил кандидат против всех. Соответственно, в соответствии с законом об основных гарантиях были назначены соответствующий срок выборы, которые вот пришлись как раз на декабрь. А эту норму ее ввел наш парламент, да? Да, эта норма, в принципе, была принята на федеральном уровне с таким расчетом, что было передано на рассмотрение субъектов федерации. Соответственно, вот наша республика вместе с остальными 6 субъектов у нас вообще по Российской Федерации ввели эту норму. И, соответственно, вот на прошедших муниципальных выборах это было уже. И сразу дало такой результат, да? Ну, да. А вы не анализировали в Центральной избирательной комиссии, почему это произошло? Почему люди проголосовали против всех? И как это отразилось на явке, например? Больше стала явка или нет? Ну, явка, она в среднем такая же, ну, как и были в предыдущие годы. А вот почему больше всех получил кандидат против всех? Ну, это тут зависит от очень многих факторов, очень много, значит, и это зависит, насколько удовлетворены в настоящий момент своим социально-экономическим положением на какой-то определенной территории. Но это может быть, конечно, и зависит и от кандидатов, которых выдвинули те или иные политические партии, или от кандидатов, которые сами выдвинулись. Ну, тут очень много факторов. Это, конечно, это не прерогатива Центральной избирательной комиссии, это, скорее всего, такой анализ будут делать у нас уже политические партии. А вот насколько грамотно сдают документы на местах политические партии? Ведь я знаю, что вот на сентябрьских выборах там было много проблем, связано при регистрации именно с неправильным оформлением документов. Ну, действительно, очень многие, многие кандидаты и в Алдане, и в Беркаките у нас выбыли при регистрации. Ну, конечно, тут очень много надо обращать внимание на маленькие, на
на детали, которые, да. Поэтому, конечно, если обращать внимание на все, буквально до запятой, то, конечно, можно сдать, конечно, документы без ошибок, без ничего, но это в реальной жизни это бывает очень сложно. И, конечно, оппоненты другу, конечно, все документы ревностно очень, они даже лучше, наверное, ну, оппонентов, наверное, эти документы смотрят. Поэтому, в принципе, вот и тут даже сколько не от того, что вот неграмотно оформляют и кандидаты, или политические партии, которые выдвигают кандидатов неправильно, ну, оформляют документы. Тут еще есть некоторые разночтения тех же нормативных актов. Что вот показала, например, и ситуация в Беркаките. Там, значит, очень много кандидатов были устранены в связи с тем, что в подписных листах были указаны место жительства указано, как предписывалось в паспорте. На самом деле, значит, по данному ФМС эти адреса писались совсем неправильно, не так. Поэтому вот на прошедшей сессии у нас вот изменения в законодательстве после данного инцидента у нас прошли. Поэтому тут нисколько, ну, где-то, наверное, и процент того, что не очень трепетно очень это подходят к оформлению документов. И есть, конечно, такие факторы, как вот и нормативные акты. Ну, а вот регулированные вопросы. Прошедшие 13 декабря выборы, они состоялись? Да, прошедшие выборы, они состоялись. У нас выборы прошли не только вот в Алданском и Рынгринском районе, у нас прошли выборы и в Абые, у нас прошли выборы и в Горном Улусе. И, в принципе, все выборы у нас состоялись. Итоги состоялись, но у нас в Алдане, как вы уже знаете, тоже прошли, вот замещались мандаты представительного органа, и у нас по 2 округам мандаты оказались еще замещенными, но они вот вакантными, да, но тем не менее представительный орган сформирован, он легитимен, он будет уже представительный орган в городе Алдан сформирован. И глава наконец-то. И глава, конечно, за главу проголосовали 45. По-моему, 32%. 46 всего было явки по городу Алдану, по главе. И за Бугая Александра Лукича проголосовали 32% избирателей. Вот, поэтому у нас глава в городе Алдан избран. Ну, что касается вот выборов, которые не состоялись в 2 округах депутатов представительного органа, то в соответствии с законом, со статьей 71 нашего 67-го закона, то выборы будут в единый день голосования. Да. А почему, интересно, вот Алдан отказался передавать полномочия ТИКу Алданскому, а вот услугами сформировал собственную избирательную комиссию муниципальную? Ну, это выборы муниципального образования, соответственно, ну, я бы не сказала, что это какое-то недоверие или так далее, да, это законом предусмотрено, и, соответственно, муниципальное образование воспользовалось своим правом. Все понятно, но просто, а вот и к МОИ кто-нибудь готовит работников? Избирательная комиссия муниципального образования, конечно, избирательная комиссия, она самостоятельна, но тем не менее всю методологическую помощь и так далее, вот, всё, и оснащение технологическим оборудованием и так далее, конечно, территориальные избирательные комиссии, они работают в участке. На одном из заседаний Центральной избирательной комиссии было принято решение направить вот на места выборов своих членов. И сразу в прессе, на некоторых сайтах неофициальных, скажем, да, вот, сразу появились такие там русские заголовки, что вот, тут вот такие выезды, это будет нагнетание, это будет воздействие на избирателей. На самом деле, почему и зачем требуется вот так выезжать
Всегда ли это происходит на выборах? И чем занимались члены избирательной комиссии центральной во время выборов в районах? Ну, как я уже сказала, в принципе, когда в соответствии с законом и 67-м об основных гарантиях, и в законе о муниципальных выборах, также в законе о Центральной избирательной комиссии, там прописано, что Центральная избирательная комиссия при проведении выборов любого уровня, то есть муниципального уровня, на уровне наследников, на уровне района, она осуществляет и методологическую, консультативную помощь, и это, в принципе, в соответствии с законом. И такая практика, как говорится, не вот сегодня, только вот Алдан, Нерюнгери поехали во время выборов, такая практика, она постоянная. Даже вот прошедшие, если, скажем, выборы были народных депутатов, я тоже ездила в день выборов в районы. Другие члены ездили в районы. Но это всегда вот, когда проходят выборы, эти члены Центральной избирательной комиссии, они ни в коем случае никогда в работу избирательных комиссий муниципальных образований не вмешиваются. Но при таких ситуациях, когда требуется такая юридическая, правовая, консультативная помощь, они всегда эту помощь окажут сразу. Это и хорошо, и по времени сразу решаются все жалобы и так далее. Да. Но ни в коем случае никакие выборные такие процессуальные действия не вмешиваются. То есть как наблюдатели, да? Ну, не то, что как наблюдатели, тоже другая функция и так далее, да, и у членов Центральной избирательной комиссии тоже своя функция. Ну вот раз мы тут заговорили о наблюдателях, да, то вот в этот раз в Алдане даже лишили регистрации доверенное лицо. Доверенное лицо и наблюдатель — это разные я понимаю, вещи, да? Во время выборов даже, в выборный день, да? Скажите, а чем это вызвано? Потому что, опять-таки, заголовки гласили, что выбивают юристов. Я поняла, что это речь идет о Саргадаевой, Ольге Николаевне. Да. Но, как известно, у нас в соответствии с законом она является депутатом Якутской городской думы, поэтому в соответствии с выборным законодательством лицо, которое является депутатом представительного органа, она не может быть доверенным лицом кандидата. В соответствии с этим, конечно, было на это указано и, соответственно, принято решение. А почему ее тогда зарегистрировали? В соответствии с законом. Зарегистрировали, скорее всего, может быть, избирательная комиссия муниципального образования, она и не знала, что она является депутатом. Она об этом не указала. Может быть такое. Ясно. Я смотрю на результаты этих выборов, и все-таки цифра проголосовавших против всех достаточно высока. Как вы считаете, это люди, избиратели наши, вошли во вкус? Или у нас такое протестное, действительно высокое самосознание граждан? Да? Чем это объясняется? Я бы не сказала, что протестное голосование на этот раз было очень высоким. Это где-то составляло порядка 6%, да? 6-7%. Но я думаю, что это нормальный процент, поэтому... То есть 6% это нормально, да? Да. Я считаю, что это не совсем высокий процент. Чем это связано? Связано с тем, что, и как я уже сказала, многие факторы, да? Это от того, что и зависит от того, что какие кандидаты выставили, какие там программы у этих кандидатов, какое там у них на территории вообще экономическое развитие региона и так далее. Это же тоже зависит от очень многих факторов. Екатерина Петровна, большое вам спасибо за такой интересный разговор. Я надеюсь, он не последний в этой студии. Вам здесь понравилось. А мы прощаемся с вами сегодня. Всего доброго. До свидания.